Алроса начала добычу на кимберлитовой трубке Батуобинская Нюрбинского ГОКа. В этом году здесь планируется добыть порядка 1 миллиона карат алмазов. В торжестве по поводу начала добычи на новой трубке принял участие глава Якутии Егор Борисов. С подробностями Роман Савинов. Акционерная компания «Алроса» за последние 10 лет производит добычу алмазов на освоенных еще в 90-х годах карьерах и шахтах. В Нюрбинском районе добыча идет в карьере Нюрбинский, который уже нуждается в реконструкции. Рядом с этой трубкой в 1994 году в Батуобинской геолого-разведочной экспедиции была найдена еще одна алмазоносная трубка. На днях состоялась добыча первого ковша руды из этого карьера. Старт начали работ дали Илдархан Республики Егор Борисов и исполняющий обязанности президента АК «Алроса» Илья Рящин. Сейчас происходит историческое событие. Экскаватор берет первый ковш руды из трубки Батуобинская, тем самым дав старт эксплуатации трубки Батуобинская. В 2015 году на трубке Батуобинская планируется добыть 230 тысяч тонн руды или порядка 1 миллиона карат алмазов. В перспективе после выхода на проектную мощность 400 тысяч тонн руды трубка Батуобинская будет приносить более 2 миллионов карат алмазов в год. Это событие сегодня является очень значимым для республики, для России, потому что компания «Алроса», являясь лидером алмазного бизнеса в мире, начинает подтверждать свое первенство и продолжает создавать новые условия, новые производства, и осваивать новые месторождения. Поэтому событие сегодняшнее на фоне того, что происходит рядовое, но для республики, для России это очень значимое событие. Поэтому у меня эмоции такие очень положительные, очень позитивные. Карьер Батуобинский – это первый за последние 10 лет объект, который вступил в производство. Работа этого карьера очень важна не только для Нюрбинского ГОКа, но и важный шаг для реализации стратегических планов акционерной компании «Алроса» по наращиванию объемов добычи алмазов. Также в перспективе «Алроса» планирует усиливать работу по геологоразведке. Я хочу сказать, что в этом году мы несколько сменили приоритеты, и как раз Накынская площадка является той площадкой, где действительно мы ждем каких-то возможных открытий, возможных новых месторождений. К сожалению, действительно, последние годы пока трубок таких как Батуобинская, Нюрбинская открыто не было. Но еще раз говорю, Накынское поле является очень перспективным. Мы ожидаем от наших геологов здесь каких-то успехов. Хотя геология штука сложная, загадывать что-то не будем. Но еще раз говорю, Накынское поле, где мы с вами сейчас находимся, является очень перспективным, и по всем признакам здесь возможно еще открытие новых трубок. Разработка Батуобинской трубки включена в долгосрочную стратегию развития «Алроса», которая предусматривает рост добычи алмазов до 41 миллионов карат алмазов, в том числе за счет новых месторождений. Роман Савинов, НВК «Саха», Нюрба.